Заседание депутатов Сухумского городского собрания началось с награждения почетными грамотами. Председатель собрания Дмитрий Осия и его заместитель Ираклий Харчалава поблагодарили за многолетний труд, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям 5 сотрудников столичной администрации и в честь предстоящего Дня города вручили грамоты десятки лет работающим Ольге Кич, Льву Мале, Миране Ашуба, Мимозе Габне и Ирине Шакая. Следом перешли к повестке дня и начали с отчета начальника столичного УВД Астамура Хагуш. Значит, за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 76 преступлений, раскрыто 70. Если говорить процентно, это 92,1%. Тяжких 34, раскрыто 29, 85,2%. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 103 преступления. То есть был рост, сейчас спад. Раскрыто 97, 94,2%. Тяжких 47, 43 раскрыто, 91,5%. То есть на 27 преступлений меньше. За отчетный период сотрудниками АУР УВД по городу Сухум доставлено 192 человека. Из них за употребление наркотических средств 63. Осуждено 36 на 15 и на 30 суток. 27 человек оштрафованы. За 6 месяцев сотрудниками УГАИ УВД по городу Сухум было выявлено 6566 нарушений правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии 349. Ну и так далее. 51 за тонировку. За управление в нетрезвом состоянии водительских прав лишено 270 человек, оштрафовано 96. В службу судебных исполнителей направлено 143 материала по внесению 143 постановления. Городской суд направлено 118 материалов. Сотрудниками УГАИ доставлено и дактилоскопировано 118 человек. Ежедневно для обеспечения правопорядка с целью предупреждения пресечения преступления выезжает 5 экипажей ГАИ, 4 экипажа автопатрули, сотрудники уголовного розыска. Проводятся пешие патрулирования с охватом набережной от Маякского поворота, Красный мост, Айтар, Синоп, Киласур, Новый район. Следующим вопросом стояло утверждение Астамура Хагуш в должности. Его кандидатуру представил мэр Беслан Эшба. Значит, уважаемые коллеги, депутаты, с того времени, как обновленная администрация 2020 года приступила к исполнению своих обязательств, мы взаимодействуем. Я не помню ни одного факта неотзывчивости, моментальной реакции. Понятно, может быть, в голове там какой-то подход есть, но это было не только на моем примере. Даже, я не хочу сказать, рядовые работники администрации, когда обращаются по тем, они разные бывают ситуации. Конфликты на месте, с соседями, просто с прохожими. Но одно то сказать, что на протяжении всех туристических сезонов наших летних курортных, дай бог, это еще мы сейчас в преддверии только стоим, ни одного серьезного ЧП не произошло. Потому что и эта ситуация тоже берется на личный контроль исполняющим обязанности начальника управления внутренних дел. Поэтому с моей стороны и со стороны администрации поступил данный документ с просьбой утвердить должности начальника управления внутренних дел Хагуша Астамура Константиновича, так как он профессионал большой, имеет опыт работы не только на территории Абхазии, но и в Российской Федерации, имеет достаточное образование. Иногда я, честно говоря, не стесняясь этого, у него спрашиваю совета по отдельным нормативным документам, как они должны работать в Абхазии и как улучшить работу. У нас есть наработки, и мы, наверное, скоро, в ближайшем будущем, скоро попадем в парламент, где будем дополнительно еще просить наших депутатов парламента для того, чтобы ужесточить
в некоторой степени меры ответственности тех лиц, которые нарушают правопорядок в городе. Но это будет считаться не только городом, но и по стране. Скорее всего, ужесточать надо. Тайным голосованием городские депутаты переизбрали действующего главу УВД, отметив его успехи на посту. Следом рассмотрели инициативу Национальной библиотеки о присвоении парку на прилегающей территории имени Дмитрия Гулия. Мы провели определенную работу, прежде чем принять такое решение для себя. Обратились к руководству Национальной библиотеки с инициативой, они нас поддержали. Спасибо за это. И мы обратились в Министерство культуры тоже. И, они тоже, нас поддержали. И после этого мы включили этот вопрос в тот перечень предложений от писательского сообщества. И я видел некоторые фотографии, которые архитектор из этих, Но, знаете, как-то наше видение, это все хорошо, но тут, как понимаете, есть, слава Богу, очень много примеров в России, на Западе, во многих странах мира такого рода парков очень много. И нам хотелось бы, конечно, в столице Абхазии, чтобы такой парк был литераторов. Так как, если честно говорить, не то, что там парк, у нас вообще и помещения нет. Каждым годом нас обещают нам, и никак не решается вопрос. И это не главное сейчас. Дело в том, что все, что связано с Дмитрием Иосифовичем Гулием, для нас очень важно, как и всем вам, я думаю. Если не было бы абхазской литературы, национальной культуры, и, может быть, даже все было бы под вопросом. Решение было принято единогласно. Следом Сухумское городское собрание утвердили установление мемориальных досок в память заслуженных работников физической культуры и спорта Владимира Хажба и Александра Седова. На улице Акиртава на фасаде дома 28, где жил Владимир Хажба, будет установлена мемориальная доска в память о нем. А на той же улице, на доме номер 9, памяти Седова. Депутаты обсудили и другие вопросы. Элеонора Гилаян, Валерий Криквискири, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.